1897 году родился выдающийся писатель, казахский выдающийся писатель Мухтар Ауэзов. Он, к тому же, еще и драматург, а также ученый. И вот, кстати, на днях в нашем замечательном городе Алматы прошло одно очень важное событие, которое как раз-таки было посвящено дню рождения Мухтара Ауэзова. Давайте прямо сейчас посмотрим. В доме-музее Мухтара Ауэзова в Алматы необычный урок. Здесь собрались студенты и школьники лицея, чтобы почтить память о великом писателе и узнать новые факты о жизни и творчестве Мухтара Омархановича. Все знают, что 28 сентября этого года ему исполняется 125 лет. Наше мероприятие называется «Мухтар Ауэзов. Человек-эпоха». Он являлся ученым, профессором, академиком Казахской академии наук. И он работал в вузах, и в частности в нашем Казахском педагогическом университете имени Абая он преподавал казахскую литературу. Творчество Мухтара Ауэзова вывело казахское писательское искусство на очень высокий мировой уровень. Его пьесы «Едлик Кебек», «Байбище Токал» и остальные удивили стилем повествования и самой истории не только казахстанцев, но и весь мир. А роман «Путь Абая», посвященный великому казахскому поэту, просветителю, мыслителю Абая Кунанбаеву, попал в список классики всемирной литературы, и сегодня он переведен на 50 языков мира. Наши студенты и учащиеся посетили дом-музей Ауэзова, посмотрели, как он жил. А та скромность, которая присутствует в музее, она, конечно, является показательной, потому что люди, осененные гением писательства, они далеки от быта. Но как в квартире все очень скромно и как очень уютно. Лежала степь, большая раскрытая книга. Поднять ее не хватит прежних сил. И жила без славы, мимо и мимо, Демья Мухтар, он ее любил. Мухтар Ауэзов никогда не переставал читать. Судя по огромным стеллажам с книгами, писатель проявлял интерес к самым разным авторам. Сегодня в музее бережно хранят каждую деталь, содержат дом в абсолютной чистоте и порядке и берегут, чтобы как можно больше людей прикоснулось к маленькой частичке мира великого классика Мухтара Ауэзова.